молодец. Мы часто используем растительное масло, и утилизировать его некуда, все сливают в канализацию. А у меня есть вот такой проект, где мы можем приготовить мыло. Военное дело, медицина, спорт – везде можно применить. Наши наночастицы являются серьезным антибактериальным средством против бактерий растений. Измельчить и дробить и составить вот такие материалы. Проблема БПЛА в том, что они летают недолго. Вот мой БПЛА – это бесплотный летательный аппарат. Вот стоит наш стенд-тренажер, он в игровой форме. Суть заключается в том, чтобы набрать как можно больше очков, правильно расходуя электроэнергию. Ну и как показал наш эксперимент, применение данной БО-системы является высокоэффективным. Эта болезнь проходит без ярко выраженных симптомов, что приводит к поздней диагностике заболевания. И мы сделали эксперимент на образце с курицей. Через 1 час мы видим, уже появляются язвочки. Вы же знаете то, что ледники очень быстро сейчас тают, да? Происходит быстрая эрозия береговой линии, что может привести к территориальным разборкам. Также может привести к быстрому таянию вечной мерзлоты и вызывает огромное количество проблем. В прошлом году мы направили 9 участников, Сириус 100% стали победителями. Это очень такой интересный проект всероссийский, который уже проводим мы 3-й раз, республиканский трек. И у нас каждый раз идет с очень большим успехом, потому что дети показывают удивительно хорошие проекты, и притом эти все проекты практически очень нужные для республики, они полезные. Дети свои научно-исследовательские проекты должны направить на развитие региона, то есть отвечать экономике региона и плюс отвечать современным глобальным вызовам. Мой проект называется «Воздушный колодец. Холод – наше преимущество». Можно получить воду путем конденсации. Так как у нас под ногами имеется вечный мерзлота, то летом мы можем получить максимальный разность температур из-за нашей вечной мерзлоты. Я хочу получить достаточное количество воды, которым потребляет среднестатистическая семья, то есть примерно 40 литров в сутки. Рыбная мука – это новый продукт на рынке республики. Малое инновационное предприятие ДР Якутии – это вообще единственное предприятие, которое занимается переработкой рыбных отходов. Рыбная мука, она в дальнейшем может использоваться в массовом производстве для подкормки куриц, скота, рыб. То есть это хорошо для экономики Якутии, потому что, например, птицефабрики не будут закупаться кормом извне. Будет корм, который производится здесь же. Я делаю самодельные огнезащитные пропитки и сделала 3 эксперимента. Первый – это карбонат натрия, борная кислота и вода. Второй – это сравнение с заводскими. И третий – из мочевины. Самое главное, что те результаты, которые они получат, могут получить затем практическое применение. Мне очень, например, понравился проект, который сравнивает сжиженный газ и газогидраты. Это очень актуально для республики. Мы уверены, что многие эти команды потом мы сможем доработать и в том числе отправить и на российские площадки, в частности в лагерь «Сириус», где проходит работа тоже по тематическим лабораториям по большим вызовам.